Культурная жизнь республики приходит в себя после режима самоизоляции. Театры Северной Осетии готовятся к открытию нового сезона. О том, как проходит работа, в сюжете моих коллег. Из-за пандемии театры Северной Осетии несколько месяцев были закрыты. Теперь каждый из них постепенно возвращается к работе. И мы решили узнать, что ждет зрителей в новом сезоне. Уже на новой неделе на сцене Остинского театра состоится долгожданная премьера спектакля «Ричард III». Пьесу готовы были сыграть еще в марте, но из-за пандемии с показом пришлось повременить. Теперь зрители смогут насладиться постановкой Гиви Валиева, однако с новыми правилами. Рассадка в зале строго в шахматном порядке. Вслед за премьерой Ричарда III театр готовится дать спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», посвященный юбилею Великой Победы. Для этого пригласили заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской республики Романа Добагова. Процесс подготовки спектакля, как правило, начинается с читки пьесы. Николай Николаевич танцевал будто. Премьера спектакля запланирована на октябрь. Для Осетинского театра этот сезон станет юбилейным, 85-м. В планах много работы, новых постановок, как для взрослых, так и для детей, а также возрождение старых, всеми любимых спектаклей «Желание Паша» Даута Туаева и «Моя теща» Георгия Хугаева. Я не спорю с вами, что это ненормально. Ну ненормально это я же... Нет, ну просто понимаете, иногда бывают такие ситуации, в которых на самом деле, попав в них, которых человек, он просто не может, ну не то что адекватно, а отреагировать. А то, что... А вы что, как учитель, можете сказать? Это Русский академический театр имени Вахтангова. Хотя большая часть труппы находится сейчас на фестивале в Ялте, в стенах театра тоже кипит работа. Репетирует спектакль «Двое и море». На сцене 2 артиста и минимум декораций. Ничего не должно отвлекать зрителя от происходящего. Эта история тоже про человеческие взаимоотношения в современном мире, про заблудившихся людей, про то, что мы все заблудились в каких-то представлениях о правильном и неправильном, о женском и мужском. Такая мелодраматическая история, где в конце все-таки мужчина встречает женщину, а женщина обретает мужчину. Для режиссера Изабеллы Каргиновой это уже 4-й спектакль в Русском театре. Но в этот раз ей пришлось тяжелее обычного, ведь помимо постановки она еще сама исполняет одну из ролей, и на то есть причина. Поскольку этот спектакль был приурочен к моему юбилею, да, я вот взяла на себя такой риск и ответственность сыграть сама, для своего зрителя. Потому что, как вы понимаете, на юбилей приходят те, кто тебя знают и кто, в общем, тебе все простит, даже если что-то будет не так. Вот. Ну, конечно, впоследствии я не собираюсь играть этот спектакль. Вот. Ну, будет играть нормальная, профессиональная, хорошая актриса. Найти подходящего актера на главную роль – залог успеха любого спектакля. Изабелла уверена, в выборе она не ошиблась. Ее партнера играет Георгий Дронов, актер, известный главными ролями в сериалах «Саша плюс Маша» и «Воронины». Она четко знает, что она хочет достичь, и в пути она была открыта к моим предложениям, потому что, когда 2 человека, мы практически занимались сотворчеством в ее русле, потому что если я что-то предлагал, то, что не подходило, она это убирала. Я попробовал еще раз наставить, но она 2-й раз уже более настойчиво убирала, потому что все-таки достаточно человек серьезный, жесткий. Вот. Да нет, Работа проделана. Я думаю, что если бы мы не нашли общий язык, мы за такой короткий срок, что для спектакля, в общем, достаточно мало, очень небольшой, мы такой большой объем работы бы не сделали. Заработал после пандемии и театр юного зрителя «Шаби». Правда, все репетиции коллектива пока идут во Дворце культуры металлургов. В здании театра сейчас проводят ремонтные работы. Товарищ участковый, там дом обрушился, люди под завалами. Какой дом? Какой адрес? Смоленская, 72. Спешить надо, там детей, стариков много. Так, давайте по порядку. Ваши документы. Присядьте, отдышите. Во Дворце металлургов трудятся и художники-постановщики. Светлана Ситохова работает в «Шабе» уже 20 лет. Ее задача – придумать образы всех кукол. Также она отвечает за создание костюмов и декораций. Но начинается все с эскизов. Я читаю пьесу, читаю про определенного персонажа, и в голове у меня рождается образ.
И этот образ я сразу стараюсь перенести на бумагу. То есть вот в данном случае к каждой этой кукле у меня эскиз, и по этим эскизам я изготавливала куклу. Это куклы из спектакля «И мы защищали Родину». По сюжету, во время блокады в Ленинграде остро стоит проблема с крысами. Они уничтожают продовольственные склады и даже нападают на людей. И специально для борьбы с ними из Сибири приезжает эшелон кошек. Крысы! За мной! Я же говорю, болею. А дайте мне лекарство какое-нибудь. Может, валерьяночки, ну. Все мне с тобой ясно. Что ясно? Какой диагноз? Я жить-то буду. Да замолчи ты! И вообще, уходи! Уходи, я сказала, уходи! Как уходи? А лечение? А стационар? Товарищ доктор? Некоторые сцены в спектакле играют с помощью кукол, другие сцены живым планом. Режиссер Амзор Бараков. Премьеру спектакля планируют в середине сентября на гастролях в Сухуми. Один из главных героев спектакля – кот Елисей. Кукла надевается на руку, как варежка. Здесь у нас 2 трости. Именно с их помощью актер управляет руками. Таким образом кукла оживает. Товарищ командир! Что? Крысы наступают, бежим! У конного театра все намного сложнее. Так как арена находится под открытым небом, работа зависит от погодных условий. Это такой процесс, бесконечный процесс тренировок, репетиции. Тем более это животные. Надо поддерживать эту форму, потому что это направление движенческое. Оно связано с физикой, связано с дрессурой, связано со всем движенческим. Это и работа с оружием, это стрельба из лука, это зрелище, театр зрелища. Карантин усложнил и без того непростой репетиционный процесс. Лошадь, когда долго не двигается, она застаивается, в ней накапливается энергия, и, естественно, вот этот выброс бывает. Это первую неделю мы только успокаиваем лошадей. Артисты говорят, что во время пандемии сильно тянуло на работу, в том числе потому, что скучали по лошадям. Это Барон. Мой конь Бумер, черный Бумер. Мы с ним уже 1,5 года вместе, не расстаемся. Он самый старший конь здесь, ему 15 лет. Батрас Дзагуров, Наталья Адырхаева, Александр Будаев, Мурат Байцаев, Мария Котаева специально для программы «В итоге».